Вітаю вас на каналі Крим Ньюз. Це проєкт «Обличчя вільного Криму». Мене звати Неджія Аметова. У вересні минулого року в соціальних мережах вибухнула пісня «Лист до мами» і стала нашою надією, що після Херсону ми поїдемо в свій український Крим. 4 мільйони переглядів у YouTube, мільйони переглядів в Інстаграмі, Тіктоці. Вони потрапили навіть в Твіттер всесвітньо відомого Бона Джові. Сьогоднішній мій гість – волонтер, співак і соліст гурту «Барабанда» Ельнур Рустамов. Селям алейкум. Алейкум селям. Ельнуре, ми обидва з вами з Криму, і перше хотілося б почати з того, який він Крим дитинства Ельнура Рустамова. Крым моего детства – это процветающий Крым, это улыбчивый Крым, это Крым, где ты, как и все другие, чувствуешь себя на равных. Про ваших батьків мені цікаво, хто ці люди, які виховали вас. Мои родители бизнесмены, предприниматели. Мама занималась гостиничным бизнесом. И, как вы знаете, наш Крым славится туризмом, и мои родители занимались именно этим. А де саме ви народились? Я родился в городе Армянске. Вот, а жили, я так розумію, потім в Симферополе? Да, в Симферополе, да. Я уже и в осознанном, и с детства я А от мені цікаво, вам батьки щось розказували про історію депортації, взагалі, зокрема, про вашу родину, як ваші бабусі, дідусі, вони були? Мне об этом рассказывала Хартана, мне об этом рассказывал Харбаба, конечно, потому что непосредственно они столкнулись с этим. И моя мама была уже вынуждена родиться в Узбекистане, после чего дедушка принял решение собрать всю семью, а их, на секундочку, 8 человек, включая мою маму, 4 мальчика, 4 девочки. И он вырос и сказал, что мы все возвращаемся на родину. Мой дедушка берет 8 детей, приезжает в маленькую деревушку и начинает строить дом. Вот так вот было решено с семьей вернуться обратно на родину. А вони щось розказували вам, чи вони в Дедушка был очень маленький, и он тоже с большой семьи, и он один из немногих, кто выжил, потому что вы знаете, что именно по дороге умирали люди, потому что они просто не доезжали, они не доезжали до пункта Б. И дедушка один из немногих, кто выжил. – 2014 рік. Вам 18 років. І я так розумію, що саме в 2014-му ви приймаєте рішення переїхати на материкову частину України. Чому? Ну, я уже в это время учился в Киеве. Я уже был на первом курсе. И я уже жил в Киеве. И когда это все произошло, возвращаться просто уже не хотелось, потому что возвращаться было некуда. Ну, це було і через позицію, що ви... Это, безусловно, было через позицию. На моих глазах был Майдан. Именно в это время я был там. Именно в ту ночь я был там. В ту ночь, когда очень много молодежи, я помню это очень хорошо, мы были почти до утра, и я сажусь в такси, выезжаю, и я вижу, как навстречу идет Беркут. И именно в то утро все началось, когда избили молодых ребят, и утром уже на Майдане была вся Украина. Потом становятся очень страшные моменты в Киеве, и меня родители забирают обратно, я еду в Крым, а живу я еще в район Свобода. И именно оттуда заезжали колонны русской техники. И я очень хорошо помню видео, если не ошибаюсь, это видео было на АТР, а я не ошибаюсь, это было видео на АТР, и оно просто очень сильно забилось в моей памяти. Это старый дедушка, который вышел и кричит: «Бог, вон Бог», с палкой: куда вы едете, разворачивайтесь. А колонны русской техники просто заезжали без остановки. Вот так вот я помню, вот такой я помню 2014 год.
І потім ви повертаєтесь в Київ, я так розумію? Да, я возвращаюсь в Киев, продолжаю обучение. Кажется, что это все будет быстро, что все это скоро закончится. И так проходит 8 лет. И сегодня мне 28, и я понял, что я не хочу молчать. Я не хочу об этом молчать. Я даже говорить об этом не хочу, я хочу об этом кричать. Я хочу об этом кричать, и этот крик превратился в песню «Лист до мамы», которую вы слышали. «Лист до мамы» — это не песня, «Лист до мамы» — это позиция. И задача была одна, чтобы мой народ услышал песню, услышал меня и услышал нас. И вся Украина не забыла про Крым. Крым вернется обязательно, і всі ми цього ждемо. Я якраз хотіла спитати про пісню «Лист до мами», бо я знаю, що багатьом після початку повномасштабної війни дуже якось важко писалося, щось читалося. Як вона прийшла до вас? Оно просто вылилось. За 8 лет наполнился сосуд, и мне надо было это все выплеснуть из себя, и все это превратилось в песню «Лист до мамы». На второй месяц войны мы познакомились с Леонидом, с Леней, это второй солист нашей группы «Барабанда». И он буквально потерял свой дом. Он с Николаевской области, это район Снегиревки. Вот, как вы знаете, одна из самых горячих точек в Николаевской области. И сошлись вот на этом диване две точки боли. Моя боль за Крым, его боль за его дом и, в принципе, за всю Украину. И, наверное, просто наполнился сосуд, и все это вылилось в песню, потому что молчать больше никто не хотел, ни я, ни он. Я знаю, є Бог, і він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне, дай мир Україні. Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні мрії кохай, роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жах, хай мрія летить, як небо літак. Люба сховаю тебе від атак. Ми вже звільнили Херсон, а далі за ним. Мар'я, тобі обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Твій дім, де мріяло тепло. Не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили напролом. Захищає всю сім'ю від Бога. Твій дім, де мріяло тепло. Не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили напролом. Захищає всю сім'ю від Бога. Леонід, салям алейкум. Алейкум. Розкажіть, будь ласка, де вас застала повномасштабна війна і де ви були 24 лютого? Я був у себе на Миколаївщині, вдома. На жаль, в моє містечко зайшли окупанти, встановили свій комендантський час, почали щось там грабувати. Таке. І потім я зрозумів, що треба їхати, забирати сім'ю, виїжджати. Моя сім'я виїхала спочатку в Польщу, потім в Молдову, і отак от понеслося по всьому світу. Але потім вже згодом все почало відновлюватись, і батьки повернулись, родичі повернулись, дякую Богу, зараз зі мною, і воно все добре. Ви тут, в Одесі? Так. Потім я зрозумів, що я не хочу виїжджати зі своєї країни, не хочу їхати до когось. І я зрозумів, що я хочу в Одесу. Чомусь я в неї закохався зразу. Ось. Потім так, я все життя займаюся музикою, тому мене завжди тягнуло до музики.
І коли я приїхав сюди, я думав, де би знайти таке місце, де буде дуже багато музики. І я його знайшов. І я знайшов Ельнура. І ми так вдохновились написанням всяких різних пісень. І однією з цих пісень була «Лист до мами». Зараз вже нова у нас пісня вийшла, вона називається «Альма». Це з таким дуже глибоким підтекстом і водночас дуже проста, зрозуміла. Там йдеться про дітей, там йдеться про Крим, там йдеться про Україну. Мені не вистачає сліз в моїх очах. Вставай, моя країна, буду нести на плечах. Ти загубила стільки душ через цю війну. Прошу тебе, не плач, адже вони всі в раю. Там стільки дітлахів, тяжко навіть уявити. Нехай де їх не стало, розквітають квіти. Я пишу тексти, плачу, ми їх же не побачимо. Що ви накоїли, тварюки, ми вас не пробачимо. Твої течі пливуть вінки, що розкидали дівчата. Стільки батьків не почують дзвінки, а донька була схожа на тата. Альма, маді, знову летять ці ракети крилаті. Альма, маді, ти вже не спиш, адже ночі прокляті. Альма, маді, знову летять ці ракети крилаті. Альма, маді, ти вже не спиш. Ільнура, існує така думка, що мистецтво, музика, воно поза політикою. Чи згодні ви з цим? Сегодня нет. Сегодня полностью не согласен с этим. Сегодня нужно трезво понимать, где черное, а где белое. И если мы говорим, что искусство вне политики, может быть, где-то в других странах люди имеют право об этом говорить. Но все, что происходит сегодня в нашей стране, об этом не просто должен говорить человек, связанный с искусством, об этом должен говорить каждый гражданин нашей страны. Чем больше мы будем об этом говорить, чем больше мы будем добавлять этому огласки, тем быстрее наши внешние партнеры нашей страны, люди, которые донатят нам, помогают нам, это, не побоюсь этого слова, это больше, чем полмира, помогает нам. Сегодня через любой вид деятельности нужно говорить прямо, не украшать, а говорить прямо. Все, что происходит в нашей стране. Сколько людей погибает каждый день, сколько людей страдает каждый день. Об этом нельзя молчать. Ведь мы люди искусства, и люди искусства — это те люди, которые то, что видят, кто-то это переносит в стихи, кто-то переносит в песни, кто-то переносит в фильмы. Если мы будем петь в том, що, як ви кажете, про кохання, я думаю, що кохання сьогодні є. Да? Так. Да? Життя не зупинилось. Да? Жизнь не остановилась. И я считаю, уместно, да. Но у медали все равно есть две стороны. Я никогда никого не осуждаю. Если ви сьогодні послухаєте там топ-10 iTunes України, перша пісня, вона про кохання. Це хлопець, який там написав пісню, і вона зараз в трендах. І я думаю, що ця пісня в трендах тільки тому, що, можливо, людям не те, що набридло, а люди втомились слухати про війну, тому що війна нас оточує вже майже рік. Если касается нашей группы, у нас уже пишутся песни про любовь. Они пишутся про любовь, но там мы все равно касаемся тех строчек, что ты меня дождешься, да, и понятно, что мы акцентируем внимание на моих ровесников, на тех ребят, которые сегодня в окопах, и
когда их жены, когда их девушки вынуждены там быть не в этой стране, а в другой. И хочется об этом тоже говорить. Этому место есть тоже быть. Но если мы говорим сейчас про наши песни, да, то конкретно поем ровно то, что видим. Поем ровно то, что чувствуем. 24 лютого ранок, де вас наздогнала війна, де ви були в цей момент? Когда настигла война, я был в своей кровати, я был со своей семьей. Жена услышала и увидела, даже не услышала, скорее всего, увидела вспышки за окном, которые ее разбудили. Я сплю в берушах. Вот. И когда она сказала, что там что-то за окном, я говорю, нет. Хотя уже все мы знаем, что за недели-две уже говорили, война начнется, не начнется. Да? До последнего никто не верил. Конечно, никто не верил. Но потом поступило пару звонков, и мы поняли, что вот, оказывается, пришла война. Та война, которую мы изучали в учебниках. Та война, которую мы наблюдали где-то далеко, в Сирии, в Афганистане, в Иране. И вот война пришла в цивилизованную нашу Украину, нашу страну. У нас очень цивилизованная страна, мы самая большая страна в Европе. И как это возможно, да? Это вообще умонепостижимо. Я сразу проснулся и поехал, заправил полный бак бензина. Вот, увидел большущие очереди уже в 6-7 утра в банкоматы, в продуктовые магазины, потому что люди начали массово все скупать. Вот, в течение недели вывез свою семью за границу, вернулся и начал волонтерить. Чи не злякалась дитина, коли все це почалось? І як швидко ви їх вивезли з Одеси? І взагалі з країни? Было страшно, потому что у меня только родилась дочь. И первую неделю мы просто спускались без остановки в паркинг, лифты не работали. И я на руках бегал с 15 этажа вверх-вниз постоянно. Но меня не это пугало. Меня пугало, что что-то может услышать ребенок. Я очень боялся, что это может отразиться в психологии ребенка. И я даже не думал, отправлять семью за границу или нет. Вопрос был в том, чтобы переждать войну, потому что все мы помним Арестовича, все мы помним 2 недели, война закончится. И в какой-то момент просто 2 недели превратились уже в почти год. И мы постоянно чего-то ждем, что вот-вот нам дадут оружие, война закончится. И в какой-то момент я понял, что не стоит ждать, потому что не хотел, чтобы для ребенка, который вот только-только родился, это стало обыденностью. Звук сирен, а не дай бог взрывы там, наших ПВО или вообще взрывы, не дай бог, недалеко где-то. Поэтому я их вывез в течение недели. Если быть точным, уже через неделю я вывез уже их за границу. Ви вивозите свою сім'ю, а самі залишаєтесь тут, в Україні, а саме в своєму місті Одесі, і приймаєте таке рішення йти і волонтерити. Як це було? Розкажіть про це. Я давал себе полный отчет, что убить человека я не смогу. Я верю в Бога, да, и не я дал человеку жизнь, чтобы я ее смог отнять. С такими мыслями я живу. Но я знал точно, что я смогу доставать людей из завалов, я смогу физически помогать. И в первую неделю, спустя 1,5 недели, недалеко от меня начали грузить песок для всего города, укреплять госпитали, укреплять разные блокпосты. И у нас там был весь город. Мы грузили 10 тысяч мешков просто ежедневно. И в какой-то момент уже укрепили максимально все, и уже пришлось песок везти аж в Николаев, там уже на блокпосты. И произошла очень интересная история в моей жизни. Вы знаете, что у меня есть школа, фабрика барабанов, да, барабанная школа. И в моменте, когда люди носили песок, у нас один из волонтеров был оперный певец, он работает в оперном театре у нас в Одессе. И он просто останавливал всех этих людей, все бросали мешки, и он начинал петь на весь этот пляж гимн Украины. И это было очень трогательно, и он меня зацепил. И в какой-то из обедов, у нас там были завтраки, обеды, приезжали разные люди, волонтеры, там просто весь город вот так вот собрался
и начал просто укрепляться. И я подумал, было бы здорово привести сюда один из барабанов с моей школы, взять преподавателя, конкретно я взял Женю, вот, это очень крутой преподаватель в нашей школе. Мы сыграли 5-7 песен, мы из мешков сделали такую сцену, поставили поддон, сверху просто барабан, и вот грузят мешки за мешками, уезжает КамАЗ за КамАЗом, а мы играем, люди вдохновляются просто, их это мотивирует, очень сильно удары барабанов. Мы сыграли Бумбокса, мы сыграли Океан Эльзы, мы сыграли Ермака, на утро они все это выставляют, и мы решили почему-то сыграть It's My Life Бон Джови. На следующий день было больше 100 сообщений, звонков, и я не понимал, что происходит, пока не увидел в новостях, что этот фрагмент видео он выставил у себя в Твиттер. Он написал, что вільний народ, вільної країни, місто Одеса, хлопець грає в момент, когда собирают мешки и укрепляют город. На следующий день связалось все наше телевидение с нами. Это 1+1, Пятый канал, наши местные телеканалы и еще какие-то были Украины, если не ошибаюсь. Суспільне, естественно. Вот. И мы повторили эту акцию. И в тот момент про нашу школу узнал весь мир. И я рассказывал, вот повторю еще раз, для нас было большой честью, когда наш президент Владимир Зеленский в новогоднюю речь свою, вы помните это трогательное видео, где он перечисляет каждый город, там, Чернигов ты такой, там, Харьков ты такой. И когда он начал говорить про Одессу, видео началось с нашего того видео, где мы играем на барабанах, а в это время грузят песок в КамАЗы. И, пользуясь случаем, скажу, что мы открываем сейчас очень большую школу во Львове. С первого дня войны наша школа занимается благотворительностью. Мы даем бесплатное обучение абсолютно детям-переселенцам. И задача стояла такая, мы собрались всей командой, попробовать, просто попробовать отвлечь детей от того хаоса, который им пришлось пережить. Люди потеряли все. Мы все волонтеры, мы находились и находимся во многих организациях, мы встречали людей с Мариуполя. Это было очень жутко, слушать их истории, это было очень жутко. Поэтому там, бесплатное обучение — это самое маленькое, чем можно им помочь. Вот. И мы взяли детей и продолжаем брать детей на бесплатное обучение. И этим самым мы займемся и в нашем городе Львове, потому что там наших деток еще больше. Потому что все убегали от войны и убегают, как ви знаєте, подальше. Так, це супер історія взагалі. Коли ви зараз сказали про Бон Джові, я тут просто зловила себе на думці, що перед цим, коли ви казали, що кожна людина має казати про війну, я подумала, що якщо б не його пісня, наприклад, да, там на ваших барабанах в Одесі, там, де волонтери показують, що вони зараз просто всі з'єдналися, допомагають своїй країні. Можливо, це відео не потрапило б так в Твіттер Бон Джові. А завдяки йому про війну в Україні, про нашу незламність, про нашу єдність дізналося ще більше людей. Это то, про что я говорю. Так, Каждый находится на своем история. фронте, делаем маленький вклад, кто-то просто запостил видео, там на верхушке кто-то это увидел, и, естественно, чем выше люди, тем это больше распространяется. Поэтому я говорю и продолжаю говорить, чтобы люди, особенно наши граждане, простой пост в Инсте, простая история в Инсте с правильным хэштегом, чем больше об этом говорим, тим більше людей це услышать. Я коли побачила у вересні цей шматочок відео в Інстаграмі, де ви співаєте про «Мам, я тобі обіцяю, це буде наш Крим», це настільки мене вразило, що я побачила кримсько-татарський прапор і подумала «Вау!». І взагалі це дуже крутий такий меседж в Крим, так, що ми обов'язково повернемось. Чому важливо сьогодні про це говорити саме з посиланням до себе додому в Крим? Потому что у меня там есть двоюродные братья. Это геноцид, уже второй геноцид нашего народа. Мобилизация. Как вы знаете, очень много, повторюсь, очень много мобилизируют крымских татар.
и крымских татар, которые не хотят воевать по эту сторону баррикады. Поэтому, когда я писал эту песню, я хотел не просто говорить и освещать историю с Крымом, я хотел кричать. Я хотел кричать, я хотел, чтобы нас услышали на оккупированных территориях. В песне есть еще и Херсон, да, как вы знаете. Вот. И мой посыл был нашим людям, нашему народу. Потому что неизбежно мы будем заходить в Крым, неизбежно мы будем видеть видео, мы будем еще очень много плакать. Мы будем очень много плакать, но слезы эти будут, слезы радости. Мы будем видеть, как будут заходить наши воины, как будут заходить ЗСУ. И именно крымские татары, именно наши флаги будут обнимать наших воинов. И это лучшее, что мы увидим в 2023 году. Я искренне в это вірю, я искренне этого хочу. А я дозволю собі останні два питання поєднати, бо вони обидва про Крим. Це який спогад приходить на думку, коли я питаю про Крим, найприємніший? І куди ви поїдете вперше, коли Крим доокупують? Хорошие вопросы. Детский лагерь, Артек, медленный танец, дискотека, Ялта. Куда поеду? Домой. Весь Крым — это мой дом. Это наша земля. Она по праву принадлежит нам. И вы это знаете. Я поеду в Симферополь. Я обниму родственников своих. У меня 27 двоюродных братьев и сестер. У меня очень много родственников там. Я приеду и обниму каждого. Я обниму, поцелую и не буду отпускать очень долго. Я хочу сказать сейчас своему народу, своей семье, своим близким, что мы вернемся. Мы обязательно вернемся. Готовьте украинские флаги, потому что скоро они все понадобятся. И эти флаги поднимутся, когда будут заходить наши воины. Это неизбежно. Это то, что я хочу сказать своим близким, своему народу, крымско-татарскому народу. Ільнуре, я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Воно вийшло надто душевним, надто чутливим. Я бажаю вашому гурту, вам особисто успіхів і бажаю нам з вами записати ще одне інтерв'ю десь на березі моря, де ви захочете в Криму. Крымского моря, украинского Так, моря, так. нашего. Спасибо большое, очень приятно было пообщаться. Дякую.